История Огинского национального музея имени Гамбажапа-Цыбикова берет свое начало в 1961 году, когда было принято решение об основании музея. И уже в 1963 году музей был официально открыт. В 1984 году нашему музею было присвоено имя знаменитого ученого-востоковеда Гамбажапа-Цыбикова. Одним из основателей и первым директором нашего музея был Жамьен Балданжабон, писатель, основатель литературного объединения в Огинском. С 1969 по 1999 годы руководил музеем кандидат исторических наук Жикжиджа Абдаржиев. Экспозиция музея занимает 2 этажа. Она подробно описывает историю Огинского бурятского округа, быт, хозяйственную деятельность, начиная с древнейших времен. Сделан акцент на раскрытии материальной и духовной культуры коренного населения Огинской земли. Экспозиция начинается с диорамы горы Алханай, естественного памятника природы Удумсума, храм-ворота. Здесь представлен национальный парк Алханай. Гора Алханай является единственным естественным памятником, где воедино сосредоточены природные и культовые памятники. В буддийском мире как одна из 3 святынь и 5 священных вершин северного буддизма. Диорама «Храм-ворота» является эпилогом всей музейной экспозиции. Плавный переход в зал природы. В центральной части диорамы «Степь» является панорама озера Ножей, знакомство с животным миром степной фауны, таких природных зон, как лесостепь и тайга. Многообразие растительного мира, лекарственные травы, гербарий, образцы минералов, карты, схемы. Характеристика природно-климатических особенностей Огинского бурятского округа. Из зала природы мы постепенно переходим в зал археологии. Здесь представлена история археологических исследований на территории Забайкальского края. Предметы эпохи каменного века, времен палеолита, мезолита, неолита, эпоха бронзы, эпоха кочевых цивилизаций, включающая в себя культуру погребения плиточных могил, оленные камни. Находки археологических раскопок так называемых стоянок, место расселения древних жителей Забайкалья и такие археологические культуры, как Дворцовская, Бурхатуйская, Заргольская и Дарасунская. Представлены исследователи времен Российской империи, которые осваивали Сибирь и Дальний Восток, такие как Степан Крашенинников, Паллас Петр Симон. Также исследователи советского периода Окладников Алексей Павлович и Кузнецов Алексей Кириллович. В зале этнографии представлены предметы истории и быта бурятского народа. Выставлены как зимние, так и летние варианты бурятской национальной одежды. Старинная одежда сшита из натурального меха домашних животных. Обувь также изготовлялась из войлока кустарного производства. Представлены женские и мужские украшения, подвески, игольницы, огниво, серебряные ножи, цепочки. Все изделия выполнены из серебра руками кустарных мастеров XIX века. Предметы украшены кораллами, полудрагоценными камнями. Тут же отражена древняя культура шамана, атрибуты, с помощью которого шаманы проводили свои ритуалы. Диорама рассказывает о традиционном укладе древних бурят. Далее представлены предметы буддийской религии. В витрине выставлены предметы, которые до сегодняшнего дня применяются в буддийских храмах во время молебнов. Буддийский алтарь. Изображение выдающегося буддийского реформатора Дже Цангкапы. Резьба по камню относится к XIV веку. Старинные дверцы оконных ставен буддийского храма, выполненная до разрушения религиозных храмов в 30-х годах прошлого века. Знаменитая картина бурятского мастера Асарбудаева, где отражается сущность 6 основных миров сансарического круга перерождений. В центре зала этнографии выставлена бурятская юрта, традиционное жилище степняка. В юрте выставлены предметы домашнего обихода, хозяйственная утварь, инструменты. На северной стороне юрты, как правило, размещается алтарь. Здесь показан древний уклад степной жизни бурятского кочевника. Далее выставлены приспособления для выделки кожи, строительные инструменты, предметы домашнего обихода и прочая утварь.
При входе в зал этнографии можно ознакомиться с графикой члена Союза художников России Доржи Гамбоева. Выше развешаны картины бурятских художников. И здесь можно видеть оригинал знаменитой картины известного бурятского художника, члена Союза художников СССР, народного художника РСФСР Ташнима Дугарова. Также можно ознакомиться с творчеством известного ныне художника и скульптора, члена Союза художников России Даши Намдакова. Агинские буряты при царе Алексее Михайловиче в 1648 году добровольно вошли в состав России. Об этом свидетельствуют фотографии, документы, карты, рассказывающие о первых русских землепроходцах, казаках и об основании Нерчинского острога. В результате заключения Нерчинского 1689 года и Кяхтинского договоров в 1728 году была установлена русско-китайская граница. Демонстрируются фотографии родителей российского могущества, добродетеля и покровителя бурятского народа Головина и Рагузинского, дипломатов, посланников русского царя, заключившие договор с китайским правительством. Экспозиция «Быт переселенцев» представлена интерьером русской избы, где выставлены предметы русского быта. Самовар, светец, самопрялка, ткацкий скан и другие вещи. Экспозиция рассказывает о первых переселенцах, крестьянах в Забайкалье, Ваге. Первожителями Аги из русских поселенцев были Татауровы, Гантимуровы, Ларионовы и Разгильдеевы. Экспозиция рассказывает о первых упоминаниях образования селения Агинское. Первое упоминание о селении связано с тем временем, когда представители 8 родов Хори-Бурят из Прибайкалья в 17 веке отделились и перекочевали в Агинскую степь, в долины реки Нгада, Ага-Аном. Постепенно большая часть их сосредотачивалась по реке Ага, богатыми пастбищами. С созданием новой административно-территориальной структуры, тайшества, необходимо было найти постоянно удобное место пребывания канцелярии главного тайши. Наиболее подходящим оказалось место, занимаемое ныне поселком Агинское. К этому времени здесь уже жили русские переселенцы. В 1745 году на реке Хойта-Ага появился русский крестьянин Василий Татауров, который был первым в Аге, поднял пашню, построил деревянный дом. Но отдаленность дома от торговых путей вынудила его поставить дом для своего сына Александра ниже по долине реки Аги у Пади Куоша, современной Дунды-Хуоша. В 1781 году здесь уже стояли 2 дома, а на высокой сопке с северной стороны православный крест, символ государства российского. Юрты степняков сгруппировались вокруг первого поселения русских первопроходцев. Официально считается, что Агинское селение основано в 1781 году на базе Харгитейской мирской избы, учрежденной в 1780 году. Первыми поселенцами считают семьи Татауровых, Наумовых, затем Ларионовых и Гантимуровых. В последующие годы сюда перекочевали и их родственники, жившие за Читой, местные жители, породнившиеся с ними. Первопоселенец Василий Татауров женился на бурятке хубдутского рода Лхаме, после крещения получившей имя Лукерия. Как рассказывали старожилы, в селе была целая улица, на которой жили одни Татауровы. Этот раздел с помощью фотографий, документов рассказывает об истории создания Агинской в 1839 году. Во главе Агинской степной думы находился главный тайша. Степная дума состояла из однородных управ, и народные управы управлялись головой и 2 помощниками и делились на родовые управления. Их возглавляли старосты. Фотографии и тексты рассказывают о главных тайшах и их деятельности, подробно рассказывается о Тугулдур-Табоеве, главном тайше Агинской степной думы.
вошедшим в историю как заботливый предводитель своего народа и летописец агинских бурят. Экспозиция рассказывает о появлении в Оге церковно-приходского училища, открытого в 1842 году. Фотография и документы рассказывают о первых учителях Гантимурове и Ангодове. Отдельный стенд посвящен Петру Бадмаеву, первому ученому из Оги, врачу тибетской медицины и дипломату. Бадмаев многое сделал для развития просвещения, скотоводства, торговли в родном крае. Не оставался в стороне от вопросов, касающихся экономической жизни своих сородичей, а при ущемлении их прав выступал как бескорыстный защитник. Базар Барадин и Цыбен Жамсарано. Они прожили яркую жизнь, всецело посвященную благополучию и процветанию родного края. Судьбы их во многом схожи. Оба они поступили в Санкт-Петербургский университет, оба получили звание профессора, и в 1937 году оба были безвинно репрессированы. Базар Барадин, профессор-драматург, историк-этнограф, председатель ученого комитета, первый нарком просвещения Бурят-Монгольской АССР. Цыбен Жамсарано, ученый-просветитель, общественный деятель, доктор филологических наук. Музей имеет ценнейшие уникальные экспонаты о жизни и деятельности Гамбажапа Цыбикова. Это фотографии, документы, книжный раритет, буддист-паломник у святынь Тибета, личные вещи. В этой витрине можно увидеть личные вещи нашего профессора Гамбажапа Цыбикова, национально-бурятской одежды, китель. А здесь, в этой витрине, также у нас хранятся личные вещи Гамбажапа Цыбикова. Это чернильный прибор, тарелка, которая была подарена Гамбажапу Цыбикову известным путешественником Семеном Тиншанским, подстаканник, значок об окончании Санкт-Петербургского университета, глобус и книги. Гамбажап Цыбиков – ученый с мировым именем, велико его научное наследие. Труды его находятся в архивах Петербурга, Москвы, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Владивостока. В марте 1917 года был образован Агинский аймак. Великая Октябрьская революция внесла свои коррективы в историю человечества. Данные витрины рассказывают о небывалых социально-политических переменах в Оге. В данном случае о создании первого на территории Агинского аймака и Восточного Забайкалья Дагойского совета. Рассказывая в экспозициях историю нашего края, нельзя не отразить советский период. В разделе «Приметы советской эпохи» отражены темы «Край в годы гражданской войны», «Край в годы Великой Отечественной войны». Следующая витрина посвящена здравоохранению. Применены фотографии первого доктора Оги Лыксык Жабе, статистические данные развития здравоохранения. Экспозиция «Край в годы Великой Отечественной войны» при помощи документов и экспонатов возвращает посетителей к тем героическим, незабываемым дням страшной войны. В экспозиции показаны на местном материале темы «Оборона Москвы», «Сталинградская битва», «Они прославляли Огу», «Трудовая Ога фронту», «Защита Ленинграда», «Герои Советского Союза и России», «Боевая слава агинцев», «Ветераны Великой Отечественной войны». Отдельная витрина посвящена подвигу матроса Тихоокеанского флота, ценой своей жизни предотвратившего пожар на эсминце «Быстрый» юному земляку, герою России Алдару Цыдынжапову. Агинскую степь называют землей талантов. Здесь родились и выросли знаменитые певцы и музыканты, композиторы, художники, поэты и писатели. Им посвящены экспозиции «Ага литературная», «Ага земля талантов», народные артисты Советского Союза и России, где представлены материалы, книги, брошюры, личные вещи, награды, живописные произведения, рассказывающие об их жизни и творчестве.
Продолжают раздел «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского автономного округа». Экспозиции по физической культуре и спорту, где демонстрируются фотографии, документы, награды, кубки, рассказывающие о заслуженных мастерах спорта Советского Союза и России, материалы о тренерах, об олимпийской славе Аги. Дальше представлен стенд «Герою труда», где подробно рассказывается о трудовых доблестях героев социалистического труда.